Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о правах ребенка перед родителями и о правах родителей перед ребенком. Дети должны относиться к родителям с добротой. Они должны быть вежливыми, прилежными и добрыми по отношению к ним, особенно к матери. Ей положено больше добра и милости. Дети должны быть ласковыми с родителями, слушаться их во всем, кроме дел, в которых есть грех. Дети должны быть добрыми с друзьями родителей, как при жизни, так и после их смерти. Детям следует читать молитву в их пользу, посещать их. Также следует выражать послушание и доброе отношение к своему старшему брату. А что касается родителей, то родители должны подготовить все необходимое при рождении ребенка. Они одинаково радуются рождению мальчика и девочки. Ребенку читается азан, общий призыв к молитве в правое ухо, и икамат, призыв к молитве непосредственно перед ней, в левое ухо. На 7-й день ребенку дается одно из красивых имен и приносится в жертву 1 овца, если девочка, и 2 овцы, если родился мальчик. Все это сунна. Родители также массажируют десны ребенка фиником или же другой сладостью. Это также является сунной. Когда ребенок достигнет 7 лет, родителям следует начинать религиозное воспитание. Воспитывать его мягко, со строгостью, учат чтению и письменности, правилам очищения и молитвам, приказывая исполнять их. Когда ребенку исполнится 9 лет, то ему выделяют отдельную постель, то есть мальчик спит отдельно от девочек. В возрасте 10 лет ребенок может быть наказан в случае, если не будет выполнять намаз или пост, если он в состоянии держать пост. При достижении ребенком 16 лет родители женят его, если он нуждается в этом. Родителям не стоит давать повода, чтобы ребенок причинял им боль. Желаем вам удачи на этом и на том свете. Вассаляму алейкум рахматуллах.